Более 20 лет работы и, наконец, результат трудов теологов, консультантов, лучших остинских переводчиков готов. В свет вышло полное издание книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета на остинском языке. В Национальной научной библиотеке прошла торжественная презентация Библии. Свидетелями без преувеличения эпохального события стали председатель правительства Борис Джанаев, епископ Владикавказский Аланский Герасим, представители Кабинета министров Республики и Российского библейского общества, а также общественность и священнослужители. Это одно из важнейших событий в преддверии тысячелетия крещения Алании и лучший подарок для всего христианского мира Осетии. Проделана огромная многолетняя работа. Уникальное издание позволит изучать Священное Писание на родном языке. И главное, останется для потомков на века. Премьер-министр вручил высшую награду республики, медаль во славу Осетии, ряду авторов и координаторов перевода Библии. Практически все, кто работал над переводом, были отмечены почетными грамотами республики и благодарственными письмами. Епископ Владикавказский Аланский Герасим в своем выступлении отметил, что получившийся перевод является уникальным, смысловым, не вторичным, выполненным непосредственно с оригиналов. В ходе прямого перевода важно было, с одной стороны, сохранить аутентичность и сакральность библейских текстов, а с другой найти верный и безусловный функциональный эквиваленты на осетинском языке. Стратегия перевода обязывала, кроме того, хорошо знать исторические реалии и культуру остинского народа. Специалисты Российского библейского общества работали в тесном контакте с Владикавказской епархией. И те люди, которые потрудились на этой ниве перевода, печати, корректуры, редактуры и прочего-прочего, вот они совершили великий подвиг. Вот я думаю, что вот это чудо, оно совершилось благодаря труду этих людей. Я думаю, без труда и чудеса не происходят. Я сказал, что чудо – это плод молитвы. Ну вот, а тут плод молитвы и труда. Оре et labore – это заповедь средневековых монахов. Трудись и молись. Они трудились, молились, и это чудо совершилось. И теперь каждый житель Осетии, я надеюсь, сможет Слово Божие на родном языке прочитать, помолиться. Вот, и Слово Божие выйдет в жизнь каждого осетина. Библия на остинском – это совместный проект Института перевода Библии и Российского библейского общества. Над ним в разные годы трудились известные ученые из России, Германии и Нидерландов. Основными переводчиками были известные остинские писатели, ученые и филологи. То, что тексты переведены с подлинников, с текстов на древнееврейском и древнегреческом языках, избавляет перевод от искажений, отметил исполнительный директор Российского библейского общества Анатолий Руденко. А на рубеже 8-9 века аланские цари приняли православное христианство, которое стало официальной государственной религией. Была создана Аланская епархия Константинопольского патриархата. Константин Философ упоминает аланов среди народов, которые имеют письменность и славят Бога на своем родном языке. Нынешнее издание Библии – это одно из ключевых событий празднования тысячелетия крещения Алании. Благая весть должна распространяться на понятном и родном народу языке. Кроме того, сам процесс перевода Библии на остинский язык, как и ранее богослужебных текстов, способствует его развитию и становится гарантом его сохранения. Роман Кобзев, Лиана Батаева, пресс-служба Владикавказской Аланской епархии.